Сегодня наша республика лидирует по количеству и качеству мер поддержки многодетных семей и деторождения. Курс, взятый главой Республики Коми, направлен на сохранение и развитие института семьи в регионе. Накануне Владимир Уйба получил благодарственное письмо от Патриаршей комиссии Московской Патриархии по вопросам семьи, защиты материнства и детства за поддержку инициатив Русской Православной Церкви, активную позицию в деле защиты жизни ребенка до рождения, за силу духа и гражданское мужество в укреплении традиционных семейных ценностей. Сегодня регион выплачивает 300 тысяч рублей за первого, третьего ребенка и последующих детей и 500 000 матерям, родившим до 24 лет. И необходимо как можно больше рассказывать об этом молодежи, а еще говорить о целомудрии, значении семьи для государства, забытых традициях и истинных ценностях коренных народов России. Однако зачастую нашим детям вменяют абсолютно противоположную и даже опасную информацию. У нас общая задача. Нам надо выстоять в этой войне, а война идет не только на фронте, война идет и духовная против нашего государства. Поэтому мы здесь все, так или иначе, команда нашего президента, мы все, одна команда, это мы защищаем здесь Отечество, в том числе вот таким способом. Тема падающей демографии очень остро обсуждается сегодня во всех субъектах нашей страны. И регионы стараются предпринять исправляющие ситуацию меры. Вместе с тем общественники уверены, начинать надо с деталей, которые перестали в какой-то момент нас шокировать. По скрипту: люби, зажигай, отрывайся, но не забывай о противозачаточных таблетках. Там была огромная куча этих листовок. Я сейчас ее пришлю вам. Мне просто интересно визуально. Ориентированы лет на 11-12 детишек. Реклама таблеток противозачаточных. Уберечь наших детей от ложной пропаганды – еще одна важная задача. Для ее решения на базе Совета предложено создать экспертную комиссию по нравственной оценке культурно-массовых проектов на территории Республики Коми. На примере коллег из других регионов исключить любые мероприятия, дискредитирующие значение государства и народа России. Буквально недавно патриарх, а он руководитель ЛРНС, наш руководитель, не выступая, сказал, что надо, если не запретить, то, по крайней мере, не поддерживать и прекратить празднование Дня Валентина, Святого Валентина в нашей стране. В образовании мы уже эти праздники, Хэллоуин и прочее, уже не первый год запрещаем. И результаты есть. Мне кажется, надо немножко расширить это и принять меры для того, чтобы, по крайней мере, образование, культура и так далее, это чуждый нам праздник, перестали праздновать. И понемногу молодежь отучать от чужого для нас праздника. Еще одно важное направление сегодня – патриотическое воспитание подрастающего поколения, которое должно начинаться в семье и продолжаться в школе. Участники Совета уверены, только тогда станет возможным вырастить поколение с правильной гражданской позицией. Ксения Мишарина, Северин Арпа, Артем Соколов, телеканал Юрган, Сыктывкар.